Добрый вечер. В эфире программа «Социальная среда». С этого года законодательство о рекламе в очередной раз дополнилось новыми ограничениями и нюансами. За громкую рекламу могут выписать штраф. Для проверки больше не нужны заявления, а владельцев популярных сайтов стали регулировать жестче. Контролем соблюдения законодательства о рекламе занимается Федеральная антимонопольная служба. Она выявляет нарушения, проводит внеплановые, выездные и документарные проверки, привлекает экспертов в спорных ситуациях. До начала этого года ФАС, как и большинство контролирующих органов, имела право проводить проверки по заявлениям. Например, если кто-то из граждан жаловался на рекламный баннер, служба организовывала проверку и принимала решение. С 1 января этого года ФАС получила право систематически проверять рекламу, размещенную юридическими лицами или предпринимателями. Жалобы и обращения для этого больше не нужны. Если ФАС обнаружит нарушение, то бизнес могут привлечь к ответственности. Какой именно? Смотрим далее. В гостях у нас сегодня государственный инспектор Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Ильяс Котеев. Приветствуем вас в студии нашей программы. Давайте все-таки для начала просмотрим с вами тенденцию по сравнению с тем же самым предыдущим годом, с предыдущим полугодием. Какое количество дел о нарушении закона о рекламе на данный момент возбуждено Федеральной антимонопольной службой? Есть какая-то динамика в лучшую сторону, скажем так? Учитывая сегодняшнюю динамику с коронавирусной инфекцией, нарушений стало значительно меньше. Касаемо нарушений о рекламе, то в этой области в основном бывает это нарушение наружной рекламы, щиты, баннеры, рекламные билборды. Реклама в интернете также нами контролируется в определенных направлениях. О видах нарушений, какой рекламы конкретно мы будем с вами говорить чуть позже, А нарушение, тенденция нарушений по сравнению с предыдущим годом все-таки. Если касаемо законодательства о рекламе, вы интересуете, то я бы не сказал, что есть особо какие-то изменения в этой части. Они практически бывают идентичными. В основном, если берем рынок Республики Ингушетия, то в нашем регионе, как правило, основными нарушающими требования законодательства о рекламе являются реклама медицинских услуг, изделий, лекарственных препаратов. Также, бывает СМС-рассылки в основном тоже обращаются. Ну и у нас очень часто есть в практике применение и обозначение таких слов, которые нарушают принципы добросовестной конкуренции. Это такие слова, как номер один, самый лучший товар, единственный и так далее. То есть именно непосредственно такая реклама. Конкретно вы сейчас приводите пример того, чего не должно быть в тексте рекламы. Да, конечно. Какой должен быть текст, чтобы он соответствовал всем требованиям? И телезрители. Смотрите, есть, конечно, свои технические рекомендации по тексту и так далее. Непосредственно сама реклама, как мы знаем, это реклама, что это информация, для привлечения внимания потребителя, неопределенного круга лиц, используем любых средств связи и любых способов. Но касаемо этих способов и средств, они не должны нарушать именно непосредственно федеральный закон 38, законодательство о рекламе. Если реклама соответствует этому законодательству, то непосредственно претензий со стороны контролирующих органов власти к данным предпринимателям не бывает. Например, если вы рекламируете товар, нельзя, как я сказал, обозначать такие слова, что у вас номер один товар и так далее. Вы можете указать, что у вас имеется такой-то товар, адрес его нахождения, и если, это реклама медицинских изделий, то она обязательно должна сопровождаться противопоказаниями, она должна занимать 5% непосредственно самого этого рекламного счета. И, в этой части, если есть какие-то нарушения, мы направляем соответствующие предупреждения, документацию этим хозяйствующим субъектам, чтобы они устраняли эти нарушения. Но в основном наши нарушения, которые у нас здесь происходят, они не направлены на то, чтобы дискредитировать, либо как-то ущемить права и интересы других потребителей. В основном это незнание законов, то есть непонимание области о рекламе. И так далее. Бывает так, что мы буквально привлекаем к административной ответственности одно лицо за нарушение законодательства о рекламе. И прямо на этом же месте другой предприниматель размещает рекламу практически аналогично той же, с теми же назначениями и параметрами слов. Вы сказали, как регламентируется реклама, которая носит яркий, выраженный подтекст. Сленг, который вы назвали, он все-таки, наверное, такой более провокационный, такой слоган использовать
самый лучший продукт, номер один. Да. Вот у нас часто вообще случались вот подобного рода, подобного характера случаи, что когда вот применяли провокационный сленг в рекламе. У нас, да, бывают такие нарушения. В основном вот именно недобросовестная конкуренция, как я сказал, она вот, и если брать федеральный закон, значит, 135 о защите конкуренции, там тоже есть, значит, статья 14.3, да, которая тоже регламентирует это направление. И если также оно тесно взаимосвязано с законодательством о рекламе, что именно реклама, как вы сказали, с обозначением таких слов, которые, значит, могут получить преимущество перед другими потребителями с обозначениями вот этих слов, она недопустима нигде на территории Российской Федерации. Даже если твой товар, единственное, если может доказать технически, объективно, что он на самом деле лучше, и что и такого нету аналога как бы этого товара. Вот, а даже в этом случае да, нельзя? Да. Нет, если вы можете доказать технически, как я и сказал, если у вас какие-то документы, там, награды, да, это не говорит о том, что у вас товар лучше, да, либо там какая-то бытовая техника и так далее. По качеству, по параметрам, по характеристикам, да, хотя, по сути, и это очень сложно доказать, то, что вот он именно лучше. Поэтому такая реклама, она сразу же пресекается, да, потому что она, как я и сказал, причиняет убытки и ущерб другим предпринимателям. Да. Вот. Но все-таки потребители ведутся, да, на такие слоганы? Ну, некоторые отчасти, да, бывает... Как корабль назовешь, да, как говорится? Ну да. Вот. Также в основном это вот именно эти направления, да, нашей деятельности, нарушения, которые происходят на территории региона. Но если брать общую тенденцию, то, конечно же, и контролируется и кино, телерадиопрограмма, радиовещание, есть определенные, значит, значения рекламирования товара, устанавливается определенное время рекламирования, то есть, да, вот, реклама определенных товаров, которые регулируются, значит, законодательством, например, если брать алкогольную продукцию, да, определенный период времени вот его вещания. Само вещание, реклама, то есть специально отделено время, да, на рекламирование того или иного товара во время вещания какой-то программы, либо какого-нибудь художественного фильма, бегущая строка, ну и прочее. Значит. Также реклама азартных игр. Да. Вот раньше вы могли раньше только по жалобе жителей отправиться и провести проверку. Нет, почему? Сейчас вам закон уже позволяет, да, уже проводить свои плановые проверки? Конечно, мы можем. У нас есть, значит, свой регламент. Это постановление правительства Российской Федерации номер 1922, который регламентирует нам порядок возбуждения и рассмотрения дела нарушения антимонопольного законодательства в сфере нарушения законодательства о рекламе. То есть мы можем выезжать, значит, издавать плановые и внеплановые проверки. Также нам может центральный аппарат ФАС поручить провести какую-нибудь проверку, и рассматриваем жалобы. В общем, если сообщение от органов госвласти, местного самоуправления, то есть и рассматриваем. Значит, касаемо самого нарушения о законодательстве, то есть порядок, если мы обнаруживаем данное нарушение, соответственно, возбуждаем дело, рассматриваем. Если мы приходим к выводу и устанавливаем, что да, действительно нарушение есть, выносим соответствующее решение, в котором устанавливаем предписание, значит, непосредственно нарушившему закон лицу об устранении тех последствий. Ну и привлекается к административной ответственности, как правило, штрафная санкция. Вот как вообще контролируется поток рекламы в интернете? Вот те же самые рекламы онлайн-казино в интернете, да, их полным-полно, хотя она законодательством запрещена. Да. Вот касаемо законодательства вот рекламе в сети интернет. Значит, смотрите, действительно, как я и сказал, порядок нами рассмотрения дел, мы можем сами, значит, обнаружить признаки нарушения при мониторинге, да, сети интернет, если мы находим подобного рода рекламу, нарушающую закон, как и в сети интернет. Соответственно, мы осуществляем определенные мероприятия проверочного характера, направляем соответствующие запросы в компетентные органы с целью установления владельца домена этого сайта, то есть специальные, значит, компании, которые сайты, общества, которые занимаются регистрацией, да, сайтов.
И когда мы устанавливаем лицо непосредственно через налоговые службы и иные органы, соответственно, мы можем обращаться в суд с исками о признании такой информации недопустимой и о ее блокировании. Но также, например, Роскомнадзор непосредственно, там также есть определенные перечни нарушений в сети интернет, которые контролируются и уполномочены расследовать определенные органы власти. То есть, если это реклама лекарственных каких-то препаратов, то это уже непосредственно этим может заниматься там Росздравнадзор. Допустим, если реклама, призывающая к таким, социально опасным вещам, как самоубийство и так далее, да, то есть это Федеральная служба, осуществляющая за благополучием человека, да, то есть Росздравнадзор. Допустим, есть также иски прокуратуры, то есть прокуратура, которая отслеживает рекламу. Очень много органов, да? Да, например, они могут следить, например, рекламу там, касаемо призывающих к каким-то массовым беспорядкам, терроризму, либо незаконной продаже алкогольной продукции и так далее. То есть у каждого органа есть непосредственно определенное свое направление, по которому он рассматривает дела в сети интернет. И мы не исключение. Непосредственно то, что входит в нашу компетенцию, мы тоже рассматриваем. И также в рамках межведомственного взаимодействия, помогая друг другу, рассматривать эти дела и обязываем этих лиц не совершать подобного рода нарушения. Вот как вы думаете, существует ли противоречие в ГОСТах, допустим, если когда один ГОСТ разрешает рекламу вдоль дорог, а другой запрещает? И как вообще считаете, допустима ли такая реклама и опасна ли она все-таки для водителей? Это как отвлекающий маневр, да, может? Касаемо противоречия такого характера, о котором вы сказали, я с этим не сталкивался, но, конечно же, реклама запрещается на всяких знаках, табличках дорожного характера. Но касаемо таких реклам наружного характера, которые крепятся специальными конструкциями, например, к зданиям, к сооружениям, к домовладениям, жилым помещениям, бывает реклама, да, располагается, то непосредственно эта реклама должна, непосредственно человек, который занимается рекламным распространением данного товара, он должен получить разрешение непосредственно жильца. Если их несколько, например, квартирный дом, то есть, например, собрание, например, жильцов дома, да, то есть большим голосов, если у них будет договоренность, согласие, да, на размещение подобного рода рекламы, которая не нарушает установленные законом требования, то такая реклама размещается, да. Но также есть свой определенный критерий и есть свои положения о допущении этой рекламы, свои стандарты, размеры. Вот. Также у нас очень сильно актуализировались такие нарушения, как спам-рассылки, то есть приходят на телефон сообщения всякие о том, о рекламировании какого-то товара, каких-то, как вы и говорили, игр, казино и прочая реклама. Соответственно, бывает и обращаются с такими просьбами с целью разобраться и установить причину. Бывает, что человек очень часто присылает одного и того же характера сообщения, и это сильно очень ему мешает, и он обращается к нам с целью рассмотрения данного обращения. В этом случае мы устанавливаем оператора, кому принадлежит данная связь, то есть, если нарушение электросвязи, направляем соответствующий запрос, и когда мы устанавливаем владельца этого непосредственно телефонного номера, мы уточняем, было ли согласие абонента на получение именно этой рассылки. Но, как правило, их не бывает. И в этом случае мы также обязываем их прекращать эти рассылки, да, и привлекаем их к соответствующей мере наказания. ФАС ранее говорил о том, что необходимо увеличить, вы, наверное, в курсе, увеличить долю наружной рекламы МСП на 20%. То есть, приводит это к тому, что все-таки это будет воздействовать на развитие малого и среднего предпринимательства. Вот у нас такая практика применяется.
Но непосредственно это зависит от самого хозяйствующего субъекта. То есть тот человек, который хочет, как я и сказал, он может рекламировать свой товар любым средством, любым способом, законным способом, естественно. И в этом случае его не ограничивают, лишь бы он не нарушал, как я и сказал, требования 38-го закона федерального, непосредственно касающегося нашей части направления. То есть, как мы тогда обговорили с вами, есть и другие нарушения, которые другие органы власти рассматривают. Вот. И в этом случае, конечно же, да, клиент, предприниматель, конечно же, он заинтересован в том, чтобы его непосредственно товар продвигался на рынке, чтобы было спрос, внимание, и он размещает рекламу. Но, как правило, у нас сейчас в основном реклама, она распространяется и в социальных сетях, то есть Инстаграм, других социальных сетях, пабликах на привлечение внимания потребителя. Можете нам рассказать вообще несколько интересных дел, которые вы рассматривали за последнее время? Нами, рассматривалось, пока мы не можем персонализировать эти данные, но рассматривается, возможность нарушения законодательства о рекламе в части размещения одного крупного, скажем так, мирового бренда, и который непосредственно занимается на территории Российской Федерации, нарушение законодательства в части того, что при просмотре каталога товара на сайте одна цена данного товара, но при покупке и оформлении заказа цена немножко отличается от той, которая... Кстати, очень часто такое применяется, да? Да, и, соответственно, бывает так, что нами, проводятся такие проверки, и мы устанавливаем взаимосвязь данной компании непосредственно с сайтом, который рекламирует данную продукцию, если договоры или иные документы, подтверждающие, обязательства с обеих сторон на размещение и рекламу данной продукции. Вот скажите нам, пожалуйста, все-таки реклама в Ингушетии какая она? Добросовестная, честная или чуть-чуть наоборот? Ну, касаемо добросовестной, естественно, если недобросовестная реклама, это реклама, которая, ненадлежащая реклама, это реклама, которая не соответствует требованиям законодательства о рекламе. Касаемо вопроса недобросовестности, я бы не сказал, что наши потребители в основном нарушают, как я и сказал, закон о рекламе, ввиду того, что они хотят как-то, ущемить интересы других своих конкурентов, либо, извлечь из этого прибыль, скажем так, нечестным путем. В основном это отсутствие понимания, знания законодательства о рекламе. Как правило, с нарушением бывают очень похожие, то есть идентичные, как правило, не бывает каких-то новых нарушений, как я и сказал. И, соответственно, мы, конечно же, проводим беседу, проводим консультацию, и это очень благоприятно влияет на то, что именно эти предприниматели, которые имеют связь между другими хоссубъектами в этом регионе, они также им доводят информацию, и те субъекты, получив именно эту информацию, разъясняющую как именно проводить и размещать рекламу, они стараются не нарушать ее, потому что у них, как говорится, практика показывает, и это все наглядно видно. Наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Ильяс Котеев, государственный инспектор Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопрос или обращение, если они у вас есть. Мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Адикалшин Мершталчо.